ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Третий день поисков пропавшей Наташи и новые подробности ее ухода из дома. По первоначальной версии девочка была с фиолетовым рюкзаком, но оказалось, что ее ранец оказался дома. Также проверяются все переписки в социальных сетях. По неподтвержденной информации, в последнее время подросток много времени проводила в интернете. Не все ее друзья по переписке нравились родным девочки. Пока проверяются новые сведения, волонтеры продолжают искать. Идет масштабный сбор информации по поводу пропавшей Натальи. Были предприняты были осмотрены очень многие места, конкретно проспект Ленина, Синюкова, улица Синюкова, Советская, то есть это было Бельгопское шоссе, осмотрены складские помещения. К сожалению, все безрезультатно. Сегодня на поиски волонтеры отправились в 5:20 утра. Все это для того, чтобы засечь возможное передвижение девочки в ночное время. Но попытка не увенчалась успехом. Как говорит один из добровольцев, сегодня на собрании в полиции было решено осматривать все сточные ямы и канализационные колодцы. Проверяют и здания. Сейчас большее внимание уделяется подвалам, а не чердакам, как говорилось ранее. Связались с девушкой, точнее девушка связалась с нами, сообщила о том, что нашли кофту достаточно в хорошем состоянии, кофта находится, то есть видно, что она свежая, то есть нашли ее по УРМЗ под мостом. Напомним, Наташа Ильина ушла из дома 11 апреля в 14:20. Отправилась в художественную школу, но на занятиях так и не появилась, домой вечером не пришла. Если вы видели похожего ребенка в автотранспорте или на улице, что-либо знаете о ее местонахождении, просьба обратиться по телефонам, указанным на ваших экранах.